Самые известные художники, с кем я общался, очень простые люди, очень коммуникабельные, без всякого пафоса, очень добродушные и легко относятся к себе, к своей персоне, к своему творчеству. И это для меня это такой показатель, когда нужно быть серьезным, пафосным в своем творчестве на холсте, а в жизни нужно быть человеком нормальным. Да. Ну, я имею в виду таких российских и художников, допустим, там, московских, краснодарских, ростовских, есть и венгерские художники, и французские художники, с кем я общаюсь, мои друзья. Это очень простые, ну, самое главное, у всех у них присутствует чувство юмора. Мне кажется, это очень такой хороший показатель. Если у художника есть чувство юмора, и он не слишком серьезно относится к своему творчеству, не слишком относится серьезно к своей персоне, то значит, это адекватный художник, который может что-то делать настоящее. Потому что даже самые серьезные вещи, они могут делаться шутя. А можно с серьезной бородой, в серьезном берете, с дорогими очками в оправе, ну, можно ерунду мазать какую-то. Ты будешь просто играть в художника, а в душе ты не будешь никогда художником. Я просто создаю определенную гармонию на плоскости холста, и я задаюсь целью, вот, чтобы мне это нравилось. И если это еще кому-то радость доставлять, я просто бываю счастлив. А когда вы первый раз взялись за кисть? Начинал с монументального искусства. Каждое лето меня забрасывали в село, в Даркох, к бабушке, к тете. И мне было скучно, потому что там, ну, редко друзья приезжали из города, там соседских пацанов мало было. И я как-то боролся со скукой, я говорю, приведите мне краску. Я красил заборы, ворота, фасады. И все соседи говорили, манасы забахлапу, мананы шрашухт котана лунг. Ой, кайлапой. Меня это вдохновляло. А на самом деле я просто боролся со скукой. Для меня очень важно, когда я приезжаю в чужую страну, в чужой город, где меня не знают, и выставляю свои работы. Допустим, здесь, в Осетии, да, многие знают, не знают мое творчество. И, там, даже если работа, может, ему не нравится, но он скажет, а, да, вот это я знаю, да, это хороший художник. Там. Интересно мнение людей, к которым я не знаком. Допустим, я повесил свои работы. И вот тогда я начинаю изучать их реакцию, как они реагируют на мои работы. Им нравится, и что им нравится, возле какой работы они больше стоят. Еще ваши работы представлены в частных коллекциях за рубежом, в Англии, в Америке, в Испании, во Франции. Вы наверняка ездили во все эти страны, и вот сейчас вы ранее говорили, до начала нашего интервью, то, что вас приглашают сейчас в Оман. Да, Марокко, Венгрия, да, Румыния. У вас было когда-нибудь желание там остаться? Может, вас там что-то больше вдохновляло? Понимаете, здесь я дома, мне здесь нравится работать. Я здесь чувствую себя комфортно, здесь мои друзья, здесь моя семья. Меня здесь все устраивает. Я вообще считаю, что Феокдонское ущелье, оно для художника самое красивое. Потому что там есть и панорамы, и ледники, и архитектура старая. То есть вот для художника лучшее место, чем Феокдон, мне кажется. Это мое сугубо личное мнение, по большому счету. Но выставляться мне интересно в разных городах, в разных странах. Я уверен, что
Современный художник обязательно должен ездить, он должен смотреть, он должен общаться со своими коллегами. Там. И вот очень интересная сейчас форма, вообще такое общение, как симпозиум придумали, когда с разных городов, с разных стран приезжает большая группа художников, до 30 человек. Они все с разных стран, они работают все в разных направлениях, и мы вот в течение 10 дней, 2 недели мы работаем вместе, мы делимся опытом. Я вижу, как работает там египетский художник, вижу, как работает испанец, вижу, как и итальянец, и скульптор, и графики. Мы все вместе работаем, происходит такое очень интересное общение, из которых я очень много для себя выношу полезного. Я себе ни в чем не отказываю. Вот я не хочу заниматься политикой, не занимаюсь политикой. Я не хочу писать стихи, не пишу стихи. Мне интересно путешествовать, рисовать, путешествовать. Готовить умею. Меня и отец хорошо готовил так как-то. Я считаю, что мужчина должен уметь готовить. Я иногда даже ловлю себя на мысли, какое счастье, что я занимаюсь этим, что я ни от кого не зависим, что это мне правда приносит большую радость. У меня вот старший сын, он пошел в архитектуру, мне это радует, что ему это нравится, он учится. Младший сын пошел в художественное училище. Если человеку не нравится, как пахнет в больнице, он никогда не будет врачом. А продолжите, пожалуйста, фразу «я никогда не нарисую». Я никогда не нарисую парадный портрет. Не хочу, мне это не интересно. Я не люблю повторять. Даже если просят заказать работу, я не говорю, что это будет. Это будет реплика, это будет примерно вот такая работа, но это не будет мазок в мазок, прям там, потому что мне это не интересно. Для меня это бывает самая противная работа. Есть как в музыке, есть популярная музыка, есть классическая музыка. И даже в классической музыке есть более популярные, там более понятные, там Вивальди, там это. А есть сложная музыка, которую даже профессиональным музыкантам очень сложно слушать, там Брамса, там еще там. И мне кажется, вы же выбираете для себя там, под настроение, под свой уровень развития книгу, выбирайте. Вы же не будете читать сейчас там Чука и Гека. Все задают вопрос про квадрат Малевича, а никто больше не знает, назовите мне другие произведения этого художника. В лучшем случае назвать белый квадрат еще. А там человек занимался супрематизмом, он открыл новое направление, у него 1000 работ. А все знают только квадрат Малевича. Он для этого и написал, чтобы говорили об этом квадрате. Понимаете? Его знают только по этому квадрату. Он ради этого написал этот квадрат. Каждый, наверное, из нас видел такую сцену там, в музеях, там ведут детей, рассказывают, они там сидят на паркете, там рисуют. Все это очень полезно, и это, поверьте, не проходит зря. Многие родители, я знаю таких, которые там повезут ребенка, допустим, в Москву или там в Питер. Он его повезет в какой-то торговый центр, покажет ему там, но в музей Пушкинский он его никогда не заведет. В Эрмитаж он его не поведет. Я даже всем своим друзьям говорю, вы будете в любой столице мира, в европейском, вы не знаете куда, идите в музей. Никогда не пожалеете. Никогда. Ближайший план – это работать, и все. Просто работать. Просто работать, да. Надо работать и работать, и все. Надо, поэтому, как говорил Сальвадор Дали, заткнись и работай, художник. Просто ты не оратор. Сальвадор Дали в своей манере на нескольких языках сказал в одном предложении. Да, он по-астински сказал это. По-астински? Да, захалхаса макушка. Всем спасибо, все свободны. На кость фасиш харжия раут.